Здравствуйте! Рады приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России, нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. При обращении за кредитом заемщиков обяжут предоставлять ИНН. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредита в России. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что от заемщика нельзя будет требовать выплаты, если кредитор не приведет установленные проверочные мероприятия в случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств. Кроме того, по словам Володина, заемщиков обяжут предоставлять свой ИНН при обращении в кредитную организацию. Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит. Законопроект, который должен стать механизмом защиты граждан от финансовых мошенников, приняли в первом чтении 15 января. Период охлаждения для сумм от 50 до 200 тысяч рублей составит 4 часа, а для сумм от 200 тысяч рублей – 48 часов. В России стали больше платить безработным. С 1 февраля 2025 года государство стало больше платить безработным россиянам, проиндексировав пособие по безработице на 9,5%. Подтверждающий выступление изменений в силу документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Минимальный размер пособия увеличился до 1764 рублей 5 копеек, а максимальная выплата достигла 15 043 рубля 78 копеек в первые 3 месяца периода безработицы и 5888 рублей 15 копеек в следующие 3 месяца. Аналогичный размер пособия теперь будут начислять россиянам предпенсионного возраста и впервые находящимся в поиске работы. Росстат приводит статистику, согласно которой уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составляет 2,3%. В Минэкономразвития прогнозируют, что спрос на специалистов будет расти в ближайшие годы, в связи с чем нехватка кадров достигнет 2 миллионов человек уже к 2030 году. В России введен институт наставничества для трудных подростков. Федеральный закон, который вступил в силу 5 февраля 2025 года, ввел институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон, который вступил в силу 5 февраля 2025 года, ввел институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Документ предусматривает создание государственной информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование реестра наставников, определение требований для включения в реестр и безвозмездность наставнической деятельности, устанавливает формы поддержки наставников и организаций, включенных в реестр, а также определяет их права и обязанности, пояснили в Генпрокуратуре. В свою очередь, 5 февраля вступил в силу приказ Минпросвещения России, утверждающий порядок прохождения подготовки наставников, которые попадут в соответствующий реестр. Работать с трудными подростками смогут не только наставники, но и добровольческие организации, реестр которых будет формировать Министерство просвещения. Подготовка россиян будет заключаться в том, чтобы они получили знания и навыки для индивидуальной и профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. На данный момент Минпросвещения утверждает организацию, которая займется подготовкой будущих наставников. Как пояснили в пресс-службе ведомства, для получения документа, подтверждающего подготовку, гражданам нужно будет успешно освоить онлайн-курс. Напомним, примерно год назад один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, говорил, что на профилактическом учете состоят больше 420 тысяч несовершеннолетних. При этом больше трети ребят, совершивших преступления, вновь идут на нарушение закона. По словам депутата, одной из основных причин подростковой преступности является безделье и брошенность детей. В советское время был создан целый институт народной педагогики и наставничества, общественные воспитатели. В ряде регионов такая практика наставничества до сих пор действует, и она успешно себя зарекомендовала. Подростки после работы с наставником и участия в социальных проектах снимаются с учета, возвращаются в нормальную жизнь, пояснил Артем Метелев. Теперь эту практику, которая закреплена законодательно, будут масштабировать на всю страну. Владимир Путин призвал убрать архаичные образовательные программы из вузов. Глава государства также выступил за обновление программ по математике и естественно-научным дисциплинам в школах, чтобы материал был для учащихся понятным и интересным. Из образовательного процесса следует убрать устаревшие программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявление президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства заявил
о необходимости должным образом настроить организацию образовательного процесса в высшей школе. Так следует на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях. Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики, добавил президент. В России начал действовать новый регламент технического осмотра автомобилей. Изменения касаются машин старше 10 лет. За игнорирование требований к экологическим стандартам владельцам грозит штраф. Данные, полученные в ходе технического осмотра, инспекторы будут направлять в единую базу данных и единую автоматизированную систему технического осмотра транспортных средств, а владельцу на электронную почту придет диагностическая карта. В ходе регламентной проверки будет учитываться не только исправность двигателя, тормозной системы и прочее, но и внешние повреждения. Например, даже небольшая трещина на стекле может помешать удачно пройти техосмотр. Автовладельцам на выбор предлагается либо отремонтировать автомобиль, либо утилизировать. По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сейчас 72% машин в России старше 10 лет. Не исключено, что их владельцам выпишут штрафы. Сумма взыскания составляет от 2 до 5 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, новый регламент должен повысить безопасность на дорогах. В России повысили штрафы за продажу вейпов детям. В стране подписали законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам. Речь идет об ужесточении ответственности по статье 14.53 КоАП за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для потребления или сырья для производства. Как поясняет Роскачество, штраф составит для физлиц с 60 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц с 300 до 700 тысяч рублей, для юрлиц с 600 тысяч до 2 миллионов рублей. За повторные нарушения наступит уголовная ответственность. Продавцу могут назначить исправительные работы на срок до года. За продажу на свая, жевательных или нюхательных никотиносодержащих товаров штрафы составят для обычных граждан от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 1 миллиона до 1,5. Кроме того, в стране приняли закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Это касается в том числе зажигалок и баллончиков с сжиженным газом для их заправки. Также в Госдуме обсуждают законопроект о запрете как самих электронных испарителей, так и жидкости для них. Депутаты подчеркивают, что из-за курения вейпов развивается бронхиальная астма, снижается фертильность и повышается риск развития злокачественных образований. При этом, несмотря на запрет и штрафы, около 80% продавцов все равно продают вейпы подросткам, которые являются основными потребителями электронных сигарет. Также в Госдуме отметили, что вейпы могут ухудшить демографическую ситуацию и что более 80% жидкости и устройств доставки – это контрафакт. Затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью нарушают закон, что ставит под угрозу жизнь и здоровье детей. Напомним, все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов. Матери героини будут получать ежемесячную выплату 72 400 рублей. Минтруд подготовил законопроект, который вводит ежемесячную выплату в размере 72 400 рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. Выплата будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года. Предполагается, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. При этом у получателей выплаты, так же как и в случае с выплатой Героям труда, будет возможность заменить ее набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер. Звание «Мать-героиня» было возрождено в 2022 году по поручению президента России. В конце 2024 года на заседании Государственного совета глава государства дал поручение установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям труда Российской Федерации. Для получения звания «Мать-героиня» необходимо родить и воспитать 10 и более детей. Вручение ордена сопровождается единовременной выплатой в 1 миллион рублей.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет без извращений и издевательств над природой человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Сергей Лавров убежден, что это будет еще одна площадка для взаимодействия деятелей искусства из многих стран. В своем роде уникальное музыкальное экспо. Будем рады видеть ваши страны среди участников. Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже, сказал Лавров. Его выступление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметил министр, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе. Интервидение, по его мнению, это возможность предоставить государствам-участникам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции. Приставы Коми передали Минобороны 5 конфискованных автомобилей. Исполнительные производства, связанные с конфискацией автомобилей, велись в Сыктывкаре, Усинске и Ухте. 4 повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Одна собственница автомобиля перевозила наркотики. 5 криминальных историй жители Сыктывкара, Усинска и Ухты имеют одинаковый финал – уголовная статья, соразмерное наказание и конфискация транспортного средства. Во исполнении судебных решений в городских отделениях судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, которые одновременно окончены фактическим исполнением. После оформления необходимых документов 2 «Лады», Volkswagen, Lexus и Kia в сопровождении военнослужащих отправились со специализированных стоянок в сторону СВО. Представитель войсковой части, который принимал автотранспорт из Сыктывкара и Ухты, направил на имя руководителя Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми Дмитрия Кручинкина благодарность приставам. 7 февраля в Инте работала большая делегация Т+ из Москвы и Сыктывкара во главе с новым генеральным директором Павлом Сникарсом. Визит начался с осмотра мазутной блочно-модульной котельной, которая обеспечивает надежную работу ТЭЦ в период пиковых нагрузок. Затем Павел Сникарс в сопровождении топ-менеджеров компании и подрядчиков отправился на площадку строительства газовой котельной. Здесь продолжается установка свай. На многочисленные вопросы главы компании отвечали руководители профильных направлений, а также представители подрядных и субподрядных организаций. На самой ТЭЦ генеральный директор посетил основные цеха и пообщался с сотрудниками. После инспекции объекта состоялся долгий обстоятельный разговор со всеми участниками инвестпроекта, разбор уже реализованных и анализ предстоящих мероприятий. Главная задача, которую сформулировал Павел Сникарс, завершение строительства котельной в кратчайшие сроки. В Инте возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы. В дежурную часть ОМВД России Интинский поступила информация от сотрудников Федерального агентства по рыболовству по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Коми. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в сентябре 2024 года житель Инты, находясь на путях миграции рыбы в акватории реки Касью, незаконно при помощи запрещенного орудия лова поймал 50 особей сига. Добычей злоумышленники стали также несколько экземпляров хариуса, щуки и язя. Сумма ущерба от противоправных действий браконьера составила порядка 370 тысяч рублей. Дознавателем УМВД России Интинский в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов». Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. МВД по Республике Коми рекомендует перед тем, как отправиться на рыбалку, изучить действующие в нужном районе правила по вылову водных биологических ресурсов, в том числе уточнить разрешенный период времени для рыбной ловли, орудия и способы добычи рыбы, ее промысловый размер. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Что делать, если пропал паспорт? Получение, замена или восстановление утраченного паспорта – это необходимость, с которой сталкивается каждый. Новый паспорт гражданина Российской Федерации оформляет при его утрате, достижении человеком определенного возраста, изменении личных данных, непригодности документа и по иным основаниям, предусмотренных законом. В случае утраты паспорта необходимо обратиться в любое территориальное подразделение полиции по месту проживания или по месту утраты документа.
Важно оформить заявление как можно раньше, подробно описать произошедшее, указать реквизиты документа и место, где его потеряли. Заявление примут и выдадут талон уведомления. После обращения подразделения по вопросам миграции документ будет считаться недействительным. За утрату паспорта предусмотрен штраф до 300 рублей. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину 1500 рублей за паспорт в связи с его утратой. Документ можно получить только в подразделении по вопросам миграции. Для этого вам необходимо предоставить заявление об утрате, в котором должны быть указаны обстоятельства утраты паспорта, ваши установочные данные и 2 фотографии. Также можно приложить талон уведомления, полученный в отделении полиции. Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации составляет 5 рабочих дней. На время изготовления паспорта вы можете получить временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Для этого понадобится дополнительная фотография. Видели, что горела машина на Западном? Что случилось и есть ли пострадавшие? 7 февраля в 1:20 дня на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов о возгорании автомобиля по улице Западной. К месту вызова выехал дежурный караул в составе 2 цистерн. По прибытию к месту вызова было установлено, что на проезжей части происходит горение автомобиля. Горение было непосредственно в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля в районе приборной панели. На тушение пожара силами личностного караула была подана воздушно-механическая пена. Наряду с тушением пожара сотрудниками ДПС была перекрыта автомобильная дорога. Причиной пожара, установленной инспектором отдела надзорной деятельности, явилось нарушение, точнее неисправность механизмов и узлов транспортного средства. Хотелось бы отметить наших жителей города, интинцев, которые участие приняли посильное в тушении пожара до прибытия наших подразделений. Есть ли в Инте школа молодой мамы? Да, в детской поликлинике у нас открылся цикл лекций для будущих мам, для молодых мам на тему по уходу за новорожденным ребенком с первого дня жизни, по грудному вскармливанию, по вакцинной профилактике. Эти лекции проводит у нас молодой, но опытный специалист, педиатр, неонатолог Гулевская Анастасия Алексеевна. Очередное заседание у нас будет проходить 26 февраля, 16 часов, в 313 кабинете детской поликлиники. Это 3-й этаж. Пожалуйста, мы приглашаем и будущих мам, и молодых мамочек, и будущих пап, и бабушек, дедушек, кого интересуют вопросы. Пожалуйста, приходите. На все интересующие вас вопросы подробно ответит Анастасия Алексеевна. Посещение данного мероприятия абсолютно бесплатное. Можно прийти любому желающему. Как принять участие в военно-патриотической игре «Зорница 2.0»? Совсем скоро в Инте состоится всероссийская патриотическая военная игра под названием «Зорница 2.0». Цель игры – это всестороннее развитие личности участников и интеллектуальное, нравственное и физическое совершенствование. У нас игра состоится для 3 возрастных категорий. Первая – это младшая возрастная категория, это обучающиеся образовательных организаций, родившиеся в период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года. Средняя возрастная категория – это обучающиеся образовательных организаций, родившиеся в период с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года. И последняя, старшая возрастная категория – обучающиеся образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, родившиеся в период с 1 октября 2007 года по 30 сентября 2011 года. Даты проведения отборочного, муниципального, регионального, окружных этапов игры и финал игры определяются в рамках следующих сроков. Это отборочный этап – февраль 2025 года, муниципальный этап в период с 1 марта по 16 апреля 2025 года, и региональный этап, он состоится в период с 17 апреля по 31 мая 2025 года. И есть у нас еще окружной этап 16 июня по 31 июля 2025 года, ну и финал сентябрь 2025 года. Обязательным условием реализации нашей игры в 2025 году является проведение отборочных этапов на базе наших первичных отделений, и каждый обучающийся может обратиться к куратору первичного отделения о своем желании принять участие в отборочном этапе на базе учреждения.
Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!